Сегодня днем председатель правительства Якутии Евгений Чекин провел облет затороопасных участков на реке Амга и встретился с жителями Амгинского, Татинского и Чурапчинского районов. Подробнее об этом расскажут наши корреспонденты. Стихийное поднятие уровня воды в Амге оказалось слишком быстрым. Многие не успели вынести даже документы. В итоге в районе потоплено 4 населенных пункта. Это 300 дворовых территорий, в том числе почти 200 жилых домов, в которых проживает 522 человека, среди них 173 ребенка. По словам жителей нефтебазы, спасение утопающих оказалось делом самих утопающих. Это все резко случилось, между прочим. Ну, это вода 8 числа, как обычно, мы ушли на работу. И к 11 часам мы уже не смогли попасть домой. Встает еще одна проблема – чем накормить и напоить оставшихся без дома людей. В потопленных территориях самая большая необходимость, и она же может нести опасность – это питьевая вода. В таких случаях возможны случаи, например, потому что вода со свалки, туалетные вот эти воды, оно все смешалось в одно целое. И будут люди, которые просто по незнанию будут применять эту воду. К счастью, угрозы эпидемии в Амгинском районе сейчас нет. Проба взята из озера Булун, из речки Крестяха. Результаты анализов удовлетворительные, поэтому уже начали брать воду с Крестяха и из Булуна. Картошка, консервы, крупа. Со вчерашнего дня на территории администрации Амгинского района организована выдача продуктов питания пострадавшим от паводка. Сегодня помощь также начала поступать от индивидуальных предпринимателей Амги в виде продуктов первой необходимости. Такая помощь организована в селах Мяндиги, Абага, Чапчалган, Амга и Амгино-Нахалинский наслег. По Амендигинскому наслегу продукты полностью направили вертолетом, по Абагинскому наслегу уже наземным путем стыковочным способом полностью отправлены продукты питания. Отдельную проблему создали перебои электроснабжения. Многие ЛЭП потопила вода. Их вынуждены были обесточивать. Некоторые столбы просто упали под натиском льдин. Сейчас в районе активно ведутся работы по восстановлению подачи. Работает здесь в количестве 12 человек. Задействовано 3 техники, 2 автомашины и моторная лодка. Давать оценку ущерба от наводнения в Амгинском районе пока рано. Это будет сделано после прохождения паводка. Очень много вопросов, кстати, население задавало по ущербу. Есть люди, которые не прописаны по месту жительства. Есть люди, у которых имущество не оформлено. Но у нас опыт уже есть. Будет делаться 2 списка. Там, где у нас все в порядке, люди будут опережающие получать. Там, где есть вопросы, мы попросим, обратимся в прокуратуру, подать иск коллективный по защите прав людей, которые сегодня в такой ситуации оказались. Сейчас уровни воды опускаются, однако спасатели опасаются новых заторов.